Чаячики были свирды, сырырны, отурлапшагас. Добрый день, уважаемые гости! Приветствую вас на литературно-поэтическом вечере памяти приуроченному 80-летию со дня рождения хакасского поэта, члена Союза писателей России, заслуженного работника культуры России Моисея Романовича Боинова. Вечер памяти – это дань уважения, памяти о поэте и его вкладе в литературу. Мы надеемся, что на этом мероприятии вы узнаете что-то новое о жизни и творчестве этого писателя. Приглашаем члена Союза писателей России, члена Союза журналистов России, кандидата филологических наук, поэта, публициста, переводчика Ахпашеву Наталью Марковну, которая является переводчиком поэма Моисея Романовича Боинова «Хан Тёмс». Дорогие коллеги, поздравляю вас с сегодняшним знаменательным днем. Вот мы, вспоминая Моисея Романовича, я бы хотела, что ли, с благодарностью о нем вспомнить. И вот одно из самых первых, то, что я считаю со своей стороны, это был мой долг, да, перед Моисеем Романовичем, перед его талантом. Это вот издание в 94 году вот этой поэмы «Хан Тонис». Это был 94 год, сами помните, какое это было тяжелое время. Тем не менее, нашли мы средства, и нам помогли тогда и в правительстве, и большой тут список спонсоров был. И вот эта уникальная книга, она вышла. И потом, буквально через несколько лет, года через 2, да, мы начали с Моисеем Романовичем ее переводить. И перевод этой поэмы уже завершился после того, как Моисей Романович умер. И тут большую роль сыграла Галина Григорьевна Казачинова. И когда вот эта книга вышла, перевод этой книги вышел на русском языке, я поняла, что если мне был даден талант, вот, то свой долг перед всемирной литературой, перед мировой литературой, перед Хакасией, вот переведя эту поэму, я выполнила. Вот, и мне хотелось бы, Моисея Романовича переводили и на украинский язык, на киргизский язык, вот на русский язык переводили его где-то на тувинский язык, где-то с 60-х, с начала 70-х годов переводили, и на меня вышла одна из его переводчиц, она у него единственная женщина-переводчик была, то есть все остальные мужчины были, и я еще, потом уже. Вот, Нелли Закусина, она когда-то несколько стихотворений в ее переводе были опубликованы в 70-х годах в журнале «Сибирские огни», и с тех пор она потеряла тексты эти, и я ей отправила, она была очень благодарна и просила передать от нее Хакасии большой привет. Вот я передаю и прочитаю немножко маленький такой отрывочек из стихотворения Моисея Романовича Боинова, в переводе Нелли Закусиной. Летел я млечными путями, и миру ясному внимал, чужих любовей видел пламя, ни искорки не занимал. Еще хватало и гордости, и высоты, моя любовь не растеряла в своих страданиях красоты. И счастлив я за каплю света, что я испил, благодарю за щедрость солнечную эту, мне путь открывшую добру. Не скоро солнце свет чудесный на горизонте догорит, и пусть моя степная песня ту красоту благодарит. Спасибо. Родился Моисей Романович 17 января 1937 года в селе Красный Плуг Алтайского района. Это село рядом со селом Аршаново. Рано остался без родителей. Отец его, Роман Петрович, работал трактористом. Во время войны погиб на фронте, оставив сынишку 4-летнего. Горе и горечи в сердце прибавилось, когда рано умерла и мать, которую люди ласково называли Аннушкой. Интерес к фольклорному наследию своего народа проявился с раннего детства.
когда он воспитывался у бабушки. Из народных мелодий, услышанных еще в детстве, складывались поэтические строчки. Хорошей школой оказалась учеба в литературном институте имени Алексея Максимовича Горького, учась в котором Моисей Романович успел выпустить первый стихотворный сборник. Итогом его творчества являются 6 сборников стихов. Переводчиками на русский язык стали известные авторы, среди которых Наталья Марковна Ахпашева. Моисей Романович – это личность, наделенная великим даром народного языка, даром высокого слова, целиком посвятивший свою судьбу служению искусству. Моисей Романович Баинов внес неоценимый вклад в развитие хакасской литературы. А сейчас слово предоставляется заместителю министра культуры, начальнику отдела культурного наследия Ирине Викторовне Брайан. Добрый день, дорогие друзья! Я искренне приветствую всех, кто собрался в этом зале. И должна вам сказать, что память Моисея Романовича охраняется не только в памяти тех, кто имел удовольствие знать его лично, но и на государственном уровне. С 2014 года учреждена литературная премия имени Моисея Баинова за поэтические произведения на хакасском и русском языках и их переводы. И у нас уже с вами есть 3 лауреата. В 2014 году эта премия была присуждена Геннадию Матвеевичу Майкову, в 2015 Галине Григорьевне Кужаковой, в прошлом году Алине Васильевне Крубежиковой. Мне кажется, фамилии тех, кого я сейчас назвала, они являются достойным продолжением творчества Моисея Романовича, потому что все их произведения говорят о любви к родной земле, уважении к своему народу. Достойным подарком, мне кажется, в этом году в юбилей будет еще одна история. О ней, наверное, не так много кто знает. В 2016 году правительство России приняло решение издать несколько сборников современной поэзии, литературы, детских сказок писателей народов Российской Федерации. Первым в 2017 году выходит антология современной поэзии народов Российской Федерации. И редакционный совет, который был создан при Министерстве культуры Хакасии, гордится тем, что нам удалось включить в эту антологию произведения Моисея Романовича. Она издается на языке, на государственном, на российском языке и на языках народов, кто вошел в этот сборник, и поэтому творчество Моисея Романовича узнают во всей нашей огромной многонациональной России. Кто-то из вас, здесь присутствующих в зале, сказал, что наследие Баинова – это действительно культурное, нематериальное наследие богатейшей нашей Хакасии. Может быть, это немножко высокопарно звучит, но мне кажется, это очень правильно. И я лично не имела счастья знать Моисея Романовича лично, поэтому мне от сегодняшнего вечера хочется, чтобы вы поделились своими личными воспоминаниями о нем и в течение года щедро делились с молодым поколением этими воспоминаниями. Я думаю, что вечер, который задумывали организаторы, как вот такой неспешный, камерный, неформальный, когда мы будем именно вспоминать не только его творчество, но и его как личности, должен получиться. Поэтому всем нам приятных общения. Для чтения произведений Моисея Баинова приглашается студентка 3-го курса Хакасского государственного университета, отделения хакасской филологии Сагатаева Елена приглашается. Моисей Баинов köksanlar kölümüz. Бірді тұран жілі тұтсал, көксім үрт шалын үрден. Бірді қиянлық соқның шалы, жүрем стан жықтырем. Көк барсыз шылғын шылық сөзін, сөйлем бір табыс тапсабам. Көк тегірдегі шылты сөрін сыйлам, бір сағында албам. Бірді ұл телек соған болып, атшан қорғыным зілін, көк отқа балығы құс болып, түшінмін қоным тамжили. Аяс көк тегірге, шіксенге, харамның жазы тамжылан, аясты қорғыным сірленже, көк отты мен ұсталбыран.
Күн хоны бергі тигір төзі, уға үр шарып палыңнай. Күглен постин жаминен көлім, оңмас сіліңні ағыстай. Мисс Елена, слово предоставляется члену Союза писателей России, поэту, прозаику, музыканту, сибдейтому Манегашеву Сергею Александровичу. Алғыс болсын праздник, спасибо всем, кто пригласил и позволил сказать пару слов. Я хочу немного дать мое понимание Моисея Романовича Баринова, так как его я реально вижу. Его смысловое назначение в мире не только на поэзии, но вообще вот его деятельность, литературная деятельность, она выходит за пределы литературного процесса. Ну, к примеру, допустим, давайте я сейчас задам провокационные вопросы некоторые. Вопрос звучит таким образом. Назовите, пожалуйста, одного представителя русской цивилизации, только одного. Кого бы вы назвали? Конечно, Александр Пушкин, на мой взгляд. В моем понимании, это та яркая величина, которая всегда символизирует вот это вот крупнейшее явление в истории человечества, которое мы называем русской цивилизацией. Я для себя задаю, конечно, следующий вопрос. Кого из хакасов можно назвать одного, который является равнозначной фигурой такой же величины, явлению Пушкина? Кого можно? Я называю, конечно же, Моисей Романович Баринов. Некоторые говорят, Николай Федорович Катанов у нас это такая яркая величина. Я говорю, я очень уважаю великого нашего Катанова, но Моисей Романович, он ярче. Я хочу обосновать, почему. Вот смотрите, что происходит, то есть в какое время пришел Моисей Романович, когда он пришел. Дело в том, что уметь родиться вовремя, это умеет делать гении, талант умеет учиться, а вот рождаться вовремя там, где надо, это умеет только гении. То есть они понимают ситуацию, где они, как и почему они находятся в этой системе. Да? Пушкин очень хорошо осознал явление русской культуры. Он очень хорошо понял, что есть предыдущая культура до пушкинская, допустим, да, это целая эпоха. Если мы возьмем только культуру стиха, да, там, если начинать от Семена Полоцкого, это середина 17 века, до Пушкина 150 столетий, отработаны были уже какие-то принципы литературного творчества. Пушкин, тем не менее, пришел на тот период, когда все равно еще в русской поэзии, в русской культуре очень многого не было сделано. И Пушкин это очень хорошо знал, и почему он поэт универсальный. Дело в том, что когда ему написать роман в стихах, все равно, что написать эпиграмму, разницы для него никакой не было. Почему? Он понимал соотнесенность понимания явления слова к форме, скажем, стиха и текста. Да. Эпиграмму он, конечно, писал, больше всего сейчас он посвятил чиновникам. Роман в стихах, и ведь можно задать вопрос, почему Пушкин писал роман в стихах? Конечно, русская культура, она всегда полемизирует с европейской. Это все знают. Не с китайской, не с арабской культурой. Именно с европейской культурой постоянно полемизирует русская культура. И, конечно, Пушкин, он тоже учился у Байрона, в первую очередь. Конечно, учился у других великих людей. И Пушкин своеобразно полемизировал с другими культурами и говорил следующее. Русский язык – это та же великая система языка понимания мира, и он может создавать романы в стихах. Вот смотрите, Жуковский перевел с античности, это древние греки, это величайшая культура на тот период, да? И Жуковский перевел 2 поэмы. Пушкин соревнуется с Жуковским. Если вы помните стихотворение, вот это «Гений чистой красоты», это ведь полемика с Жуковским, потому что Жуковский применил вот этот термин, потребил. Что происходит с Баиновым? Баинов, конечно же, пришел и говорит следующее. Давайте мы сейчас послушаем живой голос самого Баинова. Я ему задал вопрос. Как вы пришли к ямбу? И что такое ям? Сейчас мы попробуем поговорить. Моисей Романович, сіздер кейбіз деп басшыққанды жізді бұл яғыти базылғаны яғыти тапталған кейбіздер сіздер хади алы үйнеттің өдіріп хайтесін ұсақ сашип болғыздар.
Мен осы школада оқығанда мен хакас тілінің учебниктерді сыйлаймын. Анда Пушкиннің, Сюцевтің, басқа да орыс поэттердің кибеттерін тілместірген. Ананың сырының күліп атыр. Оригиналын сырының Васильев. Пустынның сырының Фредерик Мадашев. Ходить-то саван. А ну қанша арабасы бесілі базары қап стымтіліп, қалай кинақ, қалай қайтап. И ол сақстымен юрақ сөйледі. Ну вот смотрите, что такое ямбическая структура стиха? Почему, казалось бы, такая техническая деталь? Многие в этом не разбираются, может быть, даже не нужно разбираться, да? Но что говорит явление ямба в хакасском языке? Василий Иванович, видите, как ответил, как он пошел к ямбу? Он читает тексты на хакасском языке, тексты Пушкина в переводе. На хакасском языке он читает тючио на хакасском языке, а потом он читает оригинал. Вот смотрите, хакасскоязычный читатель, он знает два языка в совершенстве, русский язык и хакасский, да? И он читает русский язык в оригинале, и он сравнивает и говорит, в русском языке очень хорошая рифмовка текста, там все классно, но почему в хакасском языке не так? Почему? И он говорит, этот вопрос у меня засел со школьных лет. Со школьных лет, если мы сейчас возьмем и посчитаем 37 год рождения, допустим, давно, это 50-е годы, конечно, он об этом раздумывал. И когда мне довелось исследовать хакасское стихотворение, только в 5-м сборнике у него появляется программное стихотворение «Ямбы». Он так его назвал. Что такое приход ямбы в русскую культуру? Давайте для сравнения, для интереса, да? Правила ямбического стиха утвердил Ломоносов, как вы знаете. Он четко сказал, все, он спорил с Тредьяковским и Сумаруковым, те писали с Фабрикой. И он говорил, надо писать ямбами, и смотрите, как надо это делать. И он посвятил огромную часть времени на тексты оды Екатерине, допустим, оды Стеклу, допустим, да. И он показал, но потом он оговаривается, можно допустить перихии, то есть, если мы на каждый четкий слог будем писать, да, как-то, ну, да, а надо, можно пропустить в некоторых местах, но перихии допускается. Что сделал Василий Романович? Он пришел и сказал, я показываю вам в романе стихах, там Сулбаннада Тугазов, как надо писать и как можно оформить хакасскую стихотворную поэтическую речь. Если в русском языке в Евгении Онегине, но у Пушкина не было такой себе задачи, ему это и не надо было. Он пишет в одной ямбической системе, это 400-ный ям, то Баинов использует 3 системы. Это силаботоника, это одна система, это силлабический стих, это народный стих, это тарпахи и богатырское сказание. Это 3 разные системы стихосложения. Что означает ввести такое ритмическое разнообразие в контекст, казалось бы, вот небольшого по объему, на самом деле, там Сулбаннада Тугазова там 3 с лишним всего 1000 строк, а Хантемис, он занимает очень много строк. Ну, Наталья Макаровна, сколько строк у Хантемиса? Да, вот смотрите, по объему Хантемис превышает там Сулбаннада почти в 2, может быть, в 3 раза, но тем не менее Хантемис это поэма. А вот меньше по строкам, но по значимости смысла там Сулбаннада это роман в стихах. Чем они отличаются? Некоторые говорят, роман отличается от поэмы объемом. Не совсем так, я опираюсь на теорему Михаила Бахтина. Роман отличается разнообразием языкового стиля. И вот там Сулбаннада Тугазова, там все найдете. И ритмическое разнообразие найдете. Вы найдете даже русские песни, частушки, переведенные на хакасский язык, там есть драматургические ремарки, в тексте есть богатырское сказание, есть силлабический стих, есть канва, это все. И это в Тахпахе есть, пословицы есть. То есть разнообразие, стилевое разнообразие языка в там Сулбаннада. Это, конечно, изучать нужно отдельно. Я изучал всего лишь формальную сторону, казалось бы, да, стихотворной речи. Ну, что можно вот сказать тем, что там он 80% написал там Сулбаннада Тугазова ямбическими стихами. И вот
что такое Баинов? Это, конечно, если мы сейчас выходим за пределы литературного процесса, это, конечно же, человек, который приходит в чистое поле, языковую культуру. Хакасский этнос, он только что возник. Это 100-150 лет, это новый этнос в истории человечества. Это алтайцы образовались, да, это хакасы, это тувинцы, это шорцы, только что вот возникли недавно. И эти народы, это небольшие этносы, но это своеобразные, это другие этносы. Наши предки, кыргызы, допустим, да, это другой народ, это наши предки. Мы другие уже совершенно. И Моисей Романович, когда приходит, он говорит: я пришел в мир хакасского языка, хакасской культуры, тюркской культуры, и смотрите, этим языком можно творить любые по жанру, любые по исполняемости, по теме, по возможностям. Ну, в общем, он изучал язык, он олицетворял идею того, что хакасским языком можно писать все. Подобная ситуация, она возникает в период культурного ренессанса. Если вы помните европейский ренессанс, там нации определились где-то 13-14 века. Именно в этот период возникает мощное понимание и поиск самого себя. И тогда возникает великий поэт Шекспир в этот период пишет, да, Данте чуть-чуть пораньше, но все равно попадает в ренессанс. Моисей Мойнов тоже попадает в ренессанс, это наши мысли. Алишер Наваи, смотрите, что это тоже ренессанс, это узбекский, это средние века. Что происходит с Алишером Наваи? На самом деле Алишер Наваи, когда перешел на тюркский язык, на чагатайское наречие, а он начинал писать на фарси, первый сборник был на фарси, он этим самым говорит, у Наваи учитель был Джами, он писал на фарси. А там была традиция, если кто-то хочет считать себя великим поэтом, он должен написать 5 поэм. Они были четкие программные. Фархад, Ширина, Искандер Нуме, допустим, там и так далее. Да? Алишер Наваи делает то же самое. Сюжет почти не меняется, но 5 поэм он написал на тюркском, около 100 тысяч строк было сделано. Моисей Романович приходит, и Алишер Наваи говорит, теперь на тюркском языке можно писать такие же великие вещи, как на языке фарси. Моисей Романович что же самое говорит. Теперь на хакасском языке можно писать такие же великие вещи, как на русском языке. То есть это своеобразная полемика, конечно, с великими культурами в первую очередь, потому что русская культура, она тоже полемизировала с европейской и, конечно, с античностью, потому что она все время говорила, да, мы самостоятельный этнос, мы русские, мы то, у нас есть свое оригинальное. И они, конечно, и они до сих пор спорят в части технологий, правда, сейчас и в части поэзии. Но вот что такое для меня Моисей Романович в этом смысле. И, конечно же, мы, когда должны изучать Моисея Романовича, мы должны понимать, на самом деле, его уровень на уровне, то есть его смысл на уровне вот этих вот великих поэтов. Конечно, нужно соотносить с Шекспиром, конечно же, нужно рядом ставить с Наваи, конечно же, Пушкин. Конечно же, это Басё в Японии, если кто знает, да, и Либо, это китайский ренессанс 7 век. Если исследователь знает 5-7 языков, желательно было знать тувинский, хакасский, алтайский, шорский, плюс английский, русский, понятно, и какой-нибудь еще европейский язык, скажем, итальянский, да, этот исследователь, изучая Баинова, напишет такие классные и сделает такие классные открытия, которые мы даже сейчас не подозреваем в области сюжета, в области изобразительных, художественных образов и так далее, и так далее. Это можно сравнивать. Пока, к сожалению, у нас нет таких исследований, я просто говорю, что такое возможно. И Баинов, он по всем материалам подходит именно под эту категорию. Это мировой уровень понимания литературного процесса и вообще менталитета народа. Ну вот я сейчас исполню его тахпах на хакасском языке. Я пытался написать на его мелодию, на его тексты. Но знаете, что, когда я с ним разговаривал, здесь в интернете уже есть, я у него спрашиваю, Моисей Романович, говорю, ваши тахпахи, это же, говорю, не тахпахи. Но он говорит, я говорю, это кибельский тахпах. И он очень хорошо понимает, Моисей Романович говорит, конечно, я вот это тахпах торчу, үскізінің үзі, тахпахши безысарнепши, псюстерн тузы сах, композитор. То есть 3 искусства исполнения, искусство сочинения мелодий, допустим, тоже, да, искусство сочинения текста, ну и не говоря уже об искусстве социальной реакции, допустим, на ситуацию. Это же тоже искусство импровизации. Тахпахчи владеет вот этими 3 видами искусства.
Но когда я ему говорю, что Моисей Романович, ваши тахпахи это стихи в форме тахпахи, и он соглашался с этим. И, конечно же, его тахпахи надо воспринимать как явление поэзии в первую очередь, явление стиха, а не как импровизационную культуру Моисея Романовича. Хотя он пел, я знаю, что есть записи у Людмилы Костяковой где-то в архиве, что как поет, то есть живым голосом. Только у меня, к сожалению, этой записи нету, хотел бы приобрести ее. Ну давайте я сейчас спою в смысле все время. Это благопожелание, некое благопожелание. Приглашаем к микрофону профессора кафедры литературы Хакасского государственного университета имени Николая Федоровича Катанова, доктора филологических наук, член Союза писателей России, литературовед Виктория Алексеевна Карамашева. Слово. Здравствуйте. Дело в том, что я хотела сказать про Сергея Майнагешева. Он один из первых, кто начал исследование творчества Моисея Баинова. Написал кандидатскую диссертацию почти, и вот ее он не закончил. Надо было закончить, защитить. Вообще хорошая была диссертация. Я эту диссертацию читала, она есть в Хакнияле, поэтому, Сережа, можешь продолжить эту работу. Причем хорошая работа. Причем сегодня я даже услышала некоторые вещи из твоей диссертации, поэтому хотела бы, чтобы ты продолжила ее, и один из первых исследователей. Почему многие не берут за Баинова? Потому что знают, что ты о нем очень много написала, и вообще надо уже давно выходить на арену с его творчеством. Хотя бы книжку, монографию сделать из того, что ты написал. Ну вот, я его преподаватель. Здесь многие сидят мои студенты, поэтому я знаю характер их работы, и надо бы продолжить. Ну, Моисей Романович Баинов, я тут, знаете, статью написала в Ваковский журнал большой, поэтому много чего убрала, и хотела бы несколько просто зачитать его стихи. Дело в том, что я уже говорила, что многие уже сказали о том, все почти, что он родился вот два дня тому назад, много лет тому назад, 80 лет тому назад, в 1937 году, 17 января.
Ну вот, назвали даже деревню под Аршановым Алтайского района крестьянской семье, и умер в 2001 году уже знаменитым, известным, всероссийски известным поэтом, не только хакасским, я считаю, просто он всероссийский известный уже поэт. Он является членом Союза писателей России, заслуженным деятелем искусств Российской Федерации. И надо сразу отметить, что его творчество вообще, его произведения, стихи, поэмы автобиографичны, связаны с его судьбой, с его жизнью. Ну, как уже сказали, что отец ушел у него в 1941 году, и сразу мать получила похоронку, и после этого мама тоже не выдержала, умерла, и он остался на руках старенькой, добренькой бабушки. Вот. И поэтому вот что он пишет о себе. «Узнал, в год моего рождения суровая зима была. Земля лежала без движения, от стужи мертвенно бела. Леса в округе поредели под звон крестьянских топоров, но душу юрты еле грели охапки драгоценных дров. А этим временем Европа недобрым вспыхнула огнем. Меня. Едва я родился, и отец, и мать, дед с бабкой, родина без края, весь мир, который не объять. И он об этом вот так пишет. С похвальной грамотой в кармане, как говорит сирота, решил в тот год я в Абагане вот в эту школу поступить. В хакасскую литературу Моисей Боинов пришел в середине 50-х годов, будучи студентом литературного института, на хакасском языке выходит его книга, как уже сказали, в 1959 году, и называется она просто «Стихтар», стихи. Вот. Это были трудные, но поверьте мне, я тоже один закончила, но счастливые годы, потому что там он впервые понимает, что такое творческая работа. Перед ним открывается большой мир литературы. Вот что он пишет об этом. Большие русские поэты, вы словно горная гряда, вольнолюбивые заветы остались с нами навсегда, это точно. Я сын холодных тех просторов, в которых потеряли вы друзей, свободу волонтера, под стон метели и молвы. Что думали вы о Сибири? Страна тайга, страна тюрьма, что время в ледяной могиле там спит, там вечная зима. Но нет за родиной моею вины пред судьбами людей. Всего на протяжении своего творчества он имел 9 книг, напечатал 9 книг на хакасском и 5 на русском языках. А также Моисей Боинов, надо просто напомнить лишний раз, написал 8 поэм. Позвольте просто перечислить в память его. «Путешествие во времени», «Песня о свете», «Дума о степи», «Текущие реки», «Песня о любви», «Где-то вдали», «Встреч на Венере», «Хантумец на темно-сивом коне». Многообразие мотивов лирики Моисея Боинова поражает даже искушенного читателя. Раздумья о жизни, человеческой судьбе, истории народа, природа, нравственная проблематика, тема Родины, любви и дружбы, матери, тема Великой Отечественной войны, тема назначения поэта, философская тема о скоротечности жизни, вечности мира и Вселенной, а также тема добра и зла, никуда от него не денешься. Все привлекает пристальное внимание поэта. В 3-м томе серии «Сказки народов Сибири», которую издают новосибирские ученые, был включен «Хантонец на темно-сивом коне». Замечательный перевод, который выполнила Наталья Марковна Хпашева. Эта книга, это сказание богатырское, вышла в 2007 году на русском языке. Это авторский артахнамах Моисея Боинова в хакасской литературе является новым жанром. Поэтому изучают, надо сказать, мои ученики. Вот как раз вот этот артахнамах, и она
была даже защита магистерской диссертации позапрошлый год. Мы все знаем авторские сказки в русской литературе: Пушкин, Салтыков-Щедрин, Бажов и многие другие. Но в хакасской литературе тоже есть авторские сказки. Это Михаила Ильича Чакова сказки. Ну и авторское богатырское сказание не было до хан Тюниса на темно-сивом коне Моисея Романовича Баянова. Вот оно у нас впервые. Детство и юность протекали в атмосфере волшебных красок и звуков народной поэзии и музыки. Позднее все это органически влилось в его творчество, его стихи, поэмы. Вот. Ну, уже сказали, что его произведения были переведены на некоторые языки нашей страны, тогда Советского Союза: украинский, русский, тувинский, киргизский, ну, естественно, на хакасском языке было написано, а потом оно переведено было на русском языке. Тема войны для Баянова – основная тема его творчества. Она отняла, как вы уже знаете, у него родителей и оставила глубокий след в душе. Мучительное раздумье о жизни, о человеке рождает в нем вот такие стихи. Век, подойдя к своей середине, кометой страшно летит. Война в горах и на равнине, в морях и небесах гремит. Поля не знают, как им выжить, им от огня спасения нет. А смерть, как бусы, нижет, ниже, за трупом труп в годину бед. Народов светлое созвездие грозой войны заволокло, и смертный бой гремит возмездием за все содеянное зло. Имеется в виду, по всей вероятности, человечество. Баянов признается в любви родине своей России. Родина для героев его стихов – это та святыня, о котором громко не говорят, которая есть внутри тебя и которой ты служишь душой. Россия, кланяюсь тебе, твоим полям и городам, цветы любви лицом светлее кладу к березовым корням. Трепещут новые мамаи, очень актуально, да? Трепещут новые мамаи перед силой грозной твоей, но ты душой, как солнце в мае. О любимых он пишет щедро, не скупясь и не жалея сравнений, эпитет, метафор. Но это стихотворение на хакасском языке, девочка сейчас продекламировала. Мне бы хотелось все-таки повторить это стихотворение, которое необыкновенно нежное. Я знаю некоторые вещи из его биографии, где он очень любил. И поэтому в этом стихотворении, которое уже тоже было прочитано на русском языке, позвольте еще раз повторить вам и показать, насколько его любовь была сильна и вот нежна к женщине, которую он любил. Из нежных слов был соткан весь я, но ей этих слов я не сказал. Дарил я ей целое созвездие, себе ни искорки не взял. То вдруг она стрелой взмывала, и падал я из синевы на траву. Капли крови алой цвели на зелени травы. И ветер светлый снова поднял мою любовь, и я взлетел. Летел я млечными путями, и миру ясному внимал. Чужих любовей видел пламя, ни искорки не занимал. Еще хватало мне, хватало и гордости, и высоты. Моя любовь не разделяла своих страданий и красоты. Неприземленная летела она сквозь песни Тахпахчи. Святые краски Рафаэля дарили ей свои лучи. И счастлив я за каплю света, что я ей спил.
Печатался он в журналах Хакасия, Алтара, этот журнал выходил в 50-е годы, Ахтасхыл, Енисей, Улухкем, Сибирские огни, журнал «Новь». А переводчиками его были Журавлев, Поликарпов, Фомяков, Медведев, Ахпашева, Закусина. Переводил свои стихи он сам. И все-таки переводов его стихов меньше, чем у других хакасских поэтов, потому что он отказывался от многих переводчиков, не соглашался с ними, не нравились ему эти переводы. Они не доносили до читателя его состояние, его слово, ведь поэзия — это душа. О Баинове трудно говорить в форме прошедшего времени. Он продолжает жить в нас, читателях, в своих учениках и в своих талантливых произведениях, и в народной памяти. Вот так вот. Спасибо. Большая радость для читателей, для ценителей творчества Моисея Романовича, знакомство с ближайшими родственниками поэта. А сегодня Моисей Романович мы услышим из уст его внука Романа Сергеевича Баинова. Просим вас к микрофону. Зенер Алжела, меня Роман Сергеевич Баинов. Меня зовут Роман Сергеевич Баинов. Здравствуйте. Я действительно являюсь внуком Моисея Романовича. Мой отец Сергей Моисеевич, это его родной сын, соответственно, и мы, я и моя сестра, соответственно, внуки. Я очень благодарен организаторам за этот вечер, за эти мероприятия, которые были и будут посвящены его памяти, потому что это ценно для меня тоже, и я рад, что это ценно для Хакасии, для хакасского народа. Сам я тоже кое-какую лепту выношу в его памяти, вот сегодня чуть попозже расскажу сейчас. Но вначале хочу рассказать о своих воспоминаниях о нем. Свое сознательное, так сказать, воспоминание не из глубокого детства, а из более-менее сознательного приходится, к сожалению, на тот период, когда он уже довольно тяжелый у него был период, в том смысле, что он потерял жену, это бабушку мою, получается, Варвару Петровну, 94-95 год. И с этого момента у него маленько шло, так сказать, на спад его жизнедеятельность. И поэтому позитивных воспоминаний не так много, значит, но они есть, конечно. Я хорошо помню его пристрастие к шахматам. Я помню, как мы с ним играли в шахматы, и в частности, тогда меня эта игра особенно заинтересовала, но она мне до сих пор нравится. Он мог играть по памяти, играть сам собой, мог даже без доски играть, то есть у него очень интеллектуальный потенциал был, память хорошая, до глубокой, до последних дней его деятельности. Хорошо помню атмосферу его кабинета. Тот кабинет, который я помню, он не является его основным, где он большую часть своей жизни провел. Это он переехал туда уже после смерти Варвары Петровны. Но я думаю, основная атмосфера была схожей. Значит, был стол его письменный, рабочий, много книг на полках, на полке высокой. Книги самые разные, он выписывал, ему со всей России приходили какие-то книги, литературы, какие-то. Переписывался он с коллегами по цеху, общался со всей Россией, получается. Помню также, что еще? Помню общение с ним, на тот момент, конечно, оно было не таким насыщенным, как хотелось бы. У меня тогда было буквально лет 9, 8, 10, вот так вот, 12. Значит, он всегда общался с нами, с внуками, позитивно. Вот. Сейчас хочу маленько уникального материала рассказать. Извините, пожалуйста. Материал касается следующего.
Я в 2012 году, еще когда учился, работал в Москве, посетил литературный институт с целью информацию из архива касательно его взять. И сейчас озвучу некоторые моменты, которые уточняют его биографический путь на раннем этапе. Значит, я еще не выступал с ними нигде, поэтому действительно, наверное, это уникально. Значит, вот автобиография, которую он пишет при поступлении в литературный институт, датируется февралем 1958 года. То есть не в начале учебного года, а вот в феврале. Пишет, что в 1941 году отец ушел на фронт, а мама умерла в 1945. То есть в течение войны она еще с ним была. Значит, окончил Покаяковскую сельскую школу и поступил в национальную гимназию, в национальную школу. Закончил ее в 1955 году. А в литературный институт поступает в 1958. Соответственно, он еще год работал в Хакасском книжном издательстве в качестве корректора и затем поступил учиться в Абаканский педагогический институт. То есть где-то в Абаканском педагогическом институте наверняка тоже есть архивы касательно его. Можете тоже поинтересоваться. Он проучился там, получается, с 1956 до 1958, ну, 1,5 года точно. Значит, далее. Здесь есть отзыв, написанный Михаилом Чебодаевым, редактором художественной литературы Хакасского книжного издательства, датируется февралем 1958 года, или январем разборчиво. Значит, написано о том, что, то есть он еще не поступил в литературный, а работал вот и учился в педагогическом институте Абакане, и учился, и работал в книжном издательстве. И вот, чтобы поступить в литературный, Михаил Чебодаев написал отзыв, рекомендацию, так сказать, о том, что первые стихи опубликованы Мазиромановичем в 1955 году в областной газете «Хызыл-Ал». Значит, в 1959 году готовится книжным издательством сборничек. То есть еще до поступления в институт литературный он уже подготовил сборник. То есть это было не во время учебы литературного, а еще до. То есть вот такая поправка. Потому что, ну, мы за правду, как говорится. Вот. Далее. Описываются его стихи. Есть у молодого автора стихотворение «Море». Здесь характеризуется, что в целом молодой автор перспективный и способен, так сказать, быть поэтом потенциальным. Кто захочет оригинал все это прочитать более подробно, я оставлю в Доме литераторов, и в электронном виде у меня она есть. Могу на почту отправить, мне не жалко, как говорится. Так, что еще? Проучился он в литературном институте до 1963 года. И у него в 1959-м, так, сейчас, тут есть справка о том, что он находился в академическом отпуске по болезни. То есть, видимо, и мне еще рассказывала тетя Света, тетя моя, что у него во время учебы в литературном институте какая-то травма была. Ему пришлось академический отпуск брать еще из-за нее. И вот тут справки эти есть. Ну, какая травма не указывается. Вот. Что еще? Ну и заявление. Прошу зачислить меня в число студентов литературного института Горького на переводческий факультет, февраль 1958 года. Так, что еще? Ну вот, такие поправки в его ранний путь, в его биографию. Надеюсь, они были интересны и полезны. Так. Ну, на этом все, наверное. Большую исследовательскую работу провела Вайнагашева Нина Семеновна, ведущий научный сотрудник сектора литературы Хакнияри, кандидат филологических наук. Изамер Арлов Станков Хакасшоны. Алғыспылзын по күнні күн Мессия Романович Баинов Сақсылайкер.
основного Слобановская, какое мероприятие в Балкске, в Балксе. Руфина немного преувеличивает, что я сделала большую работу. В принципе, да, действительно, по творчеству Моисея Романовича Баинова очень много, можно сказать, мы ничего еще не сделали. Многое остается на словах, поэтому, я думаю, по творчеству Моисея Романовича Баинова будет еще написана не одна диссертация, как по литературоведению, так и по лингвистике. Также, я думаю, философы могут его материалы использовать, да, по мировоззрению хакасского народа с удовольствием. Я думаю, там очень много моментов просматривается. Ну, действительно, сегодня много говорили, и Сергей Александрович, и Виктория Алексеевна, какие исследования ведутся, да, действительно, Моисей Романович Баинов сегодня это, я думаю, наш один из самых великих поэтов, какие были вообще в хакасской литературе. Да? Поэтому его творчество еще ждет своего исследователя. Я думаю, Сергей Александрович должен все довести. Поэтому действительно он первый заявил, что в хакасской литературе имеется роман в стихах. И это нужно показывать и с научной точки зрения, и, так скажем, когда мы с простым обывателем разговариваем, кто такой Пушкин, они говорят хорошую фразу: это великий русский поэт. Да? Вот Баинов — это великий тюркский поэт. И чтобы эта фраза звучала среди народа, для этого мы с вами должны поработать. Да? Но о Моисее Романовиче Баинове можно говорить очень долго, и я бы хотела немного поделиться своими воспоминаниями. Когда мы были студентами, Дмитрий Иванович Ченков пригласил Моисея Романовича к нам на занятия. И вот этот образ поэта, он был в пиджаке, в шарфе, вот его любимый шарф, да, и он всю пару читал нам свои стихи. Я думаю, что это одно из самых таких занятий, которое осталось у нас и в голове, и в сердце, да. И он тогда читал отрывки своей поэмы «Мария». Он говорил, что... Он не говорил, что это сам читал, и «К городам Мария». И он так проникновенно читал, это вот его голос, его интонации, они у меня как-то вот засели навсегда в голове и впали в душу. И потом у него спрашивали: это что за строчки нам читаете? Он говорил, что он пытается написать поэму «Мария», но она еще не дописана. И потом, вот когда Людмила Владимировна Костякова издала вот, от Союза писателей «Хомартха Кюглером», да, и вот по рукописям, по отрывкам это было найдено, да, и просто он при жизни не издал эту поэму, оказывается. И вот в этой книге вы можете ее почитать, да, что он уже после его смерти. И я бы хотела сказать, что Моисей Романович Баинов это действительно величина в поэзии, да, на котором, наверное, все поэты должны равняться. И он пока не превзойденный. Как бы кто ни спорил, я бы все равно стояла на том, что он не превзойденный в хакасской поэзии. Да? И поэтому очень жалко, что вот его книги, изданные отдельные поэмы, такими небольшими книжками, в 60-е, 70-е годы изданные, они скоро станут практически библиографической редкостью. И в золотой серии хакасской поэзии нужно Моисея Романовича Баинова срочно переиздавать. Вот выросло, вот, я думаю, вот какое-то поколение уже, да, которое не знают Баинова, понимаете? Его имя нужно пропагандировать, потому что Моисей Романович Баинов, он нашел тайну слова, я думаю, родного слова. И поэтому именно его поэмы, вот этот жанр поэмы, он поспел, можно сказать, да. И когда мы говорим о Хантемесе, и я думаю, Наталья Марковна со мной согласится, вот мы говорим, вот наши исследователи, фольклористы говорят, да, что вот сегодня у нас нет сказителей, которые рассказывали бы, да, и мы сегодня изучаем только то, что записано нашими фольклористами, и в результате тех экспедиций, которые Валентина Евгеньевна возглавляла в прошлые годы, и многие другие наши писатели участвовали, журналисты участвовали в записи эпоса. И вот это Хантюмес,
мы говорим, это эпическая поэма, так как это все-таки авторское произведение, да. И тут внезапно мне мысль пришла, что вот такая мощная энергетика народа, как эпос Алтанма, да, оно не может просто так уйти и внезапно исчезнуть, скажем, с уходом сказителей, да, и оно, может быть, как-то трансформируется в сознание уже современного человека, носителем вот этой энергетики, вероятно, и был Моисей Романович Баинов, да, и он нам вот хантиму составил. Хотя он говорил, что очень много эпосов знает, которые он сам не записал, но не передал. И, конечно же, та среда, в которой он вырос в детстве, это те певцы, сказители, которых он застал. И вот когда 70-летие было Баинова в Белом Яре, я вижу здесь и Борисовна присутствует, там очень тоже хорошее мероприятие было, мини-конференция даже, да, можно сказать. И мы там говорили, чтобы увековечить имя Моисея Романовича Баинова, я предложила, давайте сделаем аллею Баинова, посадим 70 там, да, кедры посадим, да, но теперь мы понимаем, что это там, как это все безуспешно в Алтайском районе оказывается. И вот, ну, я думаю, потому что там и в газете уже прописали, что мы предложили, ну, просто как-то надо увековечить имя, да, и передать, это самое главное, сохранить и передать потомкам. Вот это самое ценное, да? И чтобы его имя поднимало нашу культуру, культуру нашего народа. Он это сделал, но мы должны, наверное, вот эти все, так скажем, его наследие понять, осознать и передать потомкам, которые придут в дальнейшем читать его стихи будут, писать о нем и так далее. Да? И что в наших силах мы должны сделать? С этим предложением потом после Алтайского района я выходила уже в Аскийский район. Давайте сделаем, если не Баинов, давайте сделаем аллею писателей Хакасии, да? И с этим тоже пока заглохло, и вот там мне мысль была, чтобы... Все-таки, я думаю, это такой, был бы, понимаете, экологически чистый такой, скажем, памятник, где можно было подойти к дереву каждого поэта, да, вспомнить его и цветы возложить там, и, ну, в общем, такая идея, которая витает на воздухе, никем не поддерживается. Вот. И я бы хотела сказать, что Моисей Романович Баинов, он не только открыл тайну родного слова, но и, я думаю, он нам показал, насколько богат наш фольклор. И он вот эти все формы фольклорных произведений, так скажем, показал в литературном слове. И ходил пасхан тахпах тампаза тамрла болжам, тамрын тапсы ырдерсің. Мен Моисей Романович Баинов біздің хакас шонның хос сөзінің тамырын тапылған кізім. Приглашается доктор филологических наук, профессор, заведующий сектором литературы Яри Кошелева Альбина Леонидовна. Приветствую, дорогие друзья. Здесь очень много говорили о Моисее Романовиче Баинове, как о человеке, как о поэте. Повторяться не хочется, я кое-что немножечко другое скажу. Моисей Романович Баинов – это поэт, писатель. Писатель, не ошибаюсь, говорю, потому что он о многих своих молодых писателях писал очень замечательно, как о Сергее Майнагашеве, который говорит, будет сознание своего народа, как говорил он о Майнагашеве. Я хочу сказать о нем, что это поэт и писатель России. И вы знаете, с самого начала своего сознательного возраста, с самого начала своего творчества Моисей Романович Баинов задается вопросом, а где истоки человека?
И когда ему исполнилось 60 лет, это был 1997 год, Моисей Романович Баинов на многие-многие вопросы ответил сам. Истоки человека, отец его, погиб на фронте. Драматическая судьба, начиная от детства, судьба сиротская, а потом счастливая судьба поэта, который удовлетворялся вот тем великим признанием, которым его окружали. Но что сказал Моисей Романович в этих своих биографических данных? Он говорит, когда отец Шалхингола вернулся, он меня поднял. Я еще, говорит, на такую высоту никогда не поднимался. Это скромный человек, вот это была для него самая большая высота. А потом мама умерла вот здесь, и Виктория Алексеевна говорила, в 45-м году умерла мама. Я, говорит, на всю жизнь запомнил последние слова матери. Мы море воды выпили, мы сколько полей выкосили. Нам уже пора, но со мной уйдут мои песни, они умрут в моей груди, но у меня остается сын. Мне жалко расставаться с моими песнями и моим сыном. Люди добрые, не оставьте его. Это был наказ матери. Исток. Какой же еще исток? Он рос в семье бабушки. А у бабушки всегда было очень много гостей. Среди гостей были хаджи. И он впитывал буквально каждое поэтическое, красивое, мелодичное слово. Они учили его. Где-то в детстве он услышал оперу «Князь Игорь». По радио, видать, передавали. Как она мне понравилась. Я хотел подражать тем, которые пели там в той опере. Я пас телят, уходил в степь и пел, там сколько угодно пой. Только степь широкая слышит тебя. И вот Моисей Романович Баинов, тут уже тоже говорили, такой человек, талантливый в смысле своей, в смысле слова, в смысле своей великой романтической мечты, он не мог не оказаться студентом литературного института имени Горького. 1959 год. Первый сборничек стихов, стихтар, тут тоже говорили об этом, уже был признан всеми преподавателями литературного института. Но я вот что еще в плане истоков хочу сказать. Здесь, в литературном институте, он пишет дипломную работу. Это дипломная работа «Дума о степи», поэма. Ее очень высоко оценили профессора литературного института Архипов, Сидельников, поэт Журавлев, который стал его замечательным переводчиком. Они были единодушны в одном, что это большой поэт рождается. Поэт, который может одинаково талантливо говорить и о времени, и о себе. И вот если говорить о его поэмах, поэма «Дума о степи», поэма «Путешествие во времени», поэма о свете. Разве это не о времени? А где-то здесь и Виктория Алексеевна говорила автобиографично его творчество. И о себе, действительно о себе. Это о России, ее прошлом и настоящем. Это о Хакасии, о ее прошлом и настоящем. А когда тувинцы читали поэму «Путешествие Хантониса на сивом коне», они сказали, это поэма о хакасском народе. И вот
еще юный Моисей Боинов, когда только начал сочинять стихи, он задумался над тем, где же какая разница между сказанием и между словом, стихотворным словом. И он делает такой вывод, что стихи – это голос народа, сказание – это душа народа. И каждое его стихотворение, ну, возьмем мои песни, это же стихи действительно и о своей семье потерянной, и о том страшном явлении, которое осиротило его, что дом мой пуст, вина одна, война, жестокая война. Так он сказал об этом. Вот это действительно явление осиротило этого человека в полном смысле этого слова, в плане семейном. Но затем Моисей Боинов пишет одно стихотворение за другим, лирика замечательная. Я была на многих встречах Моисея Романовича Боинова, когда он встречался с аудиторией, с читателями. Его просят: Моисей Романович, почитайте на родном языке. Он на родном языке и тут же на русском языке читал. Масса вопросов, и он так душевно, так мудро, так философски отвечал на эти вопросы. Вот тут внучек говорил о том, что много книг. У него же была большая библиотека. Он буквально, наверное, досконально изучал историю и государства российского, как у Карамзина, и историю своей родной Хакасии. Вот. И все это потом он воплощал в своем поэтическом слове. И здесь наш исследователь хакасского стиха выступал, Сергей Александрович Майнагашев. Он очень много исследовал и подробно, буквально скрупулезно исследовал стихи Моисея Романовича Боинова, и все восторгаются архитектоникой его стиха. Какой это талантливый, богатый синтез и хакасского стиха, начиная от тех еще пюргвидовских надписей и тахпаховские мотивы, и ямбеческий великий пушкинский стих. И все это вместе. Еще Галина Григорьевна Казачинова заметила вот это талантливое явление в творчестве Моисея Романовича Боинова. Как это он мастерски все синтезирует. А Венедикт Григорьевич Карпов, вы его все прекрасно знаете, вот здесь молодые сидят, ученики Карпова, студенты. Он говорит, какое слово интересное у Боинова, где он выискивает. Я, говорит, прекрасно знаю хакасский язык, но он найдет такое слово и поднимет такое слово от самой древности. И так его инкрустирует в свою поэзию, что оно говорит, оно провозглашает, оно кричит это слово, возмущается и ласкает. У него есть очень интересное стихотворение «Новогодние стихи». И вы знаете, какое вот в плане того, что вот этого синтеза талантливого Сергея Александровича, там такой интересный синтез с поэзией Серебряного века, такие образы изумительные созданы в этом стихотворении. Там и романтика, там и чисто такое что-то медитативное, и там заумное немножечко, чувственное. Все в этом образе этого стихотворения. Вот, пожалуйста, как он синтезирует по разным эпохам разные моменты в своем стихотворении. И вот, когда Моисей Романович Боинов почувствовал себя очень плохо, наверное, тогда родились вот эти вот строки. А настанет минута прощания с делами,
земными. Я шепну своим песням: оставайтесь живыми. И вот, мне кажется, Моисей Романович, дорогой, ты сегодня с нами твои стихи, с нами твои поэмы, с нами твой великий талант поэта, художника, философа и большого-большого человека с большим и добрым сердцем. Спасибо за внимание. Хотим пригласить к микрофону учителя хакасского языка и литературы Хакасской национальной гимназии имени Николая Федоровича Катанова, Никольской, Милии Ивановны. Представляется. Изені жарғыларыстыр. Моисей Романович Байыновтың тоғыстарын оқып жатқан, аралап жатқан, аны істесеткен. Позы біз біріншілердің қаты олап жатқан кісілер. Здравствуйте, дорогие друзья. Я как учитель и, вероятно, бывшая невестка, скажем, временно хотя бы, да, посчастливилось мне под одной крышей немного хотя бы вот с таким великим человеком жить в качестве невестки. Я была студенткой тогда, было лет 19, невестка, я объясню, с какой стороны. У Варвары Петровны, помимо вот совместного ребенка Сергея, да, у нее двое сыновей было, Никольские. И Моисей Романович Боинов их вырастил как своих родных. И вот и со вторым сыном я была женой, жила с ним. И вот что я наблюдала. Вот великий человек рядом со мной ходит. А я, считайте, еще ребенок, да, вот студентка, вот из деревни только приехала. И наблюдаю, вот писатель для меня это что-то такое вот, высокое, да, человек. Дома попевает песни, как Тахпахтарзан Чуши, Агрин, Чохтанча, Немеча, Хадиба Чуши, что делать, я все наблюдаю. 3 комнаты было, вот возле театра «Сказка», там политпросвещение было, ряд домов, 1-я квартира, деревянный дом. Придет Варвара, нога с чапазом, дверь открыта, видимо, закрывать. Есть сказ, Чоптанчик дальше проходит, а у нас отдельная комнатка была. Дальше идет, там моют руки, всегда Варвара Петровна на столе, всегда мясо. Жили они средние, не богатые люди, да, вот писатели, простые люди. Видимо, писателям не давали денег, я так поняла потом. Вот, на столе вот столько мяса вот положено. Видимо, на последние деньги. Моисей Романович Боинов. Боин, всегда Боинов, или Моисеем называла она, садится, только потом мы остальные, находящиеся здесь. Комната отдельно у него, вот в комнате, вот Сергей говорил, такая же, вот, полки простые, на всю стену книги. А меня интересует студенты, но туда нельзя было заходить. Но Варвара Петровна запрещала, нельзя, без разрешения не заходите. Но полы мыть-то я мою, но тем не менее, когда его нету, я полы мою, захожу и протираю, смотрю, что за книги там. Я обратила внимание, самые такие большие, толстые книги, взяла одну книгу, это русско-таджикский словарь. Потом дальше смотрю, рядом они стоят, все большие книги. Русско-турецкий словарь, русско-казахский словарь и русско-киргизский словарь. И, в общем, один раз я осмелилась попросить одну книгу, словарь. Я говорю, дайте, пожалуйста, мне вот, киргизский словарь. Говорит, на 2 дня. А в одном доме живем. Думаю, как на 2 дня? Ладно, взяла я на 2 дня. За 2 дня я не успела все посмотреть. Думаю, я потом отдам. Нет, у меня спрашивает. Мне, говорит, верни книгу, мне, говорит, надо. Думаю, что за или скупой человек или такой, или как? Я же приглядываюсь, все.
А потом оказалось, вот, потом я поняла, что оказывается он ночами пишет, днем он работал на телевидении, да, ведь работал. Потом, ночами писал, оказывается, он пользовался этими словарями. Я вот сейчас понимаю, допустим, какое-то слово, он ищет золотую середину во всех тюркских языках, в словарях. И оттуда, вот, проделав такую вот определенную исследовательскую работу, вот это слово употребляет в своей работе. Я так поняла. Поэтому и нам, учителям, и до сих пор, и сейчас, и в школе, нам трудно бывает некоторые слова, вот, допустим, конкретное значение вот, узнать и передать детям. Это очень сложно. Ну, теперь такие интересные вот эпизоды из жизни, вот то, что я наблюдала. В общем, приходил часто Валерий Галыч Майнашев, они друзьями были. И приходил Михаил Николаевич Бадаев. У них там в этом зале круглый стол старинный был, и они сидят, в общем, с той стороны Моисей Романович, в середине Михаил Николаевич Бадаев и Валерий Галыч Майнашев. Шахматы у них лежат, потом бутылочка стоит, и они разговаривают. Ну, один Валерий Галыч начал, они громко стали разговаривать, а я за дверью наблюдаю, думаю, о чем великие писатели говорят. Валерий Галыч Майнашев говорит: Моисей Романович Баинов говорит, вот ты пишешь, говорит, какие слова откуда находишь, никто не поймет, говорит. А здесь сидит рядом Михаил Николаевич, что он на него смотрит, на Валерия Галыча. Теперь вот это слово точно запомнила. Моисей Романович на Валерия Галыча. А ты вообще стихоплет, говорит. Ты, говорит, набор слов набрал, говорит, все тебе, все понятно, говорит, всем понятно. Опять Михаил Николаевич туда смотрит. Вдруг он переглядывает, ни одного слова не услышала от Михаила Николаевича Бадаева. То ли он соглашается, то ли как, так и он сидел. А потом тишина, смотрю, они в шахматы играют. Вот никакого там ни драки, ничего, ни ругани, ничего, вот так вот. У них перерывами, видимо, это было. Потом вот это вот шахматы, он часто почти, вот эти никольские дети, он никогда ни разу не слышал, чтобы они ругались, они всегда шахматы играли. И был раньше, в советское время, журнал «Огонек» был. И на обороте были задачи по шахматам. Он решал их, и помню, пришло письмо. Я не знала, что он отправлял или как там. Пришло письмо, приглашение в Москву о присвоении разряда, да, разряд какой-то присваивает. Но он, не знаю, денег не было или что, он не поехал. Вот это вот, он очень увлекался шахматами. Потом еще такой вот очень интересный случай, даже не поверите. Мы с Никольским купили машины ПО, это «Москвич-412», старая машина за 4000. Но эта машина у нас такая была, хорошенько толкнешь, и быстро дверь оторвать, и забежать и ехать. Иначе не уедешь. Вот таковую машину мы купили. Ну, один раз, видимо, Витя хотел Моисея Романовича отвезти. Он первый раз, видимо, садится рядом с водителем, сел. Ну, они его Романовичем называли, не Моисеем Романовичем, а Романовичем называли. Ну, говорит, Романович, пристегни, вот Виктор мне рассказывал, Романович, пристегни ремень-то, ехать надо. Но он молча взял этот ремень и вокруг шеи, говорит, обмотал, и ехать, говорит, собрался. А они никогда над ним не смеялись, они с уважением относились. Обмотал вокруг шеи и сидит, говорит, ехать. Но я не знаю дальше, как они вот эту вот обстановку разрядили, не знаю, все равно ехали, наверное, как-то все равно. Вот это что хочу сказать, что он такой человек, да, он такой величины человек, а вот в быту простой, обыкновенный человек. Тахпахи еще какие, я думала, у меня музыкальный слух есть, запомню хоть одну мелодию. Тогда этих магнитофонов не было. А вот какие мелодии были у него, вообще разные. Вот, вот это, допустим, там это простые мелодии, да, это дети запросто поют, а у него совершенно другие. Вот разные эти ноты, да, вот и не сразу споешь. Так красиво он пел, и еще забыла сказать чуть ли. Чечетку, как он танцевал, плясал. Он же полноватый был так вот,
да, человек. Смотрю, он пляшет, но маленько в это настроение. Сначала живот подпрыгает, а потом ноги. Потом и ничего, и вообще, а вот тут и на полу ничего не слышно. Так прямо легко и как пушинка прыгает. Евгения Онегина наизусть рассказывал. И еще ночью, когда он писал, всегда у Варвары Петровны вот такая кастрюля была большая, алюминиевая, наверное, это литров 5 или 7, шарбы ура. Она попросила, вот просила всегда вот смотреть. И вот этот шарбы ура, вот он поставит себе в кабинет, и ночью пишет, он шарбы хлебает и пишет. Вот такие вот у меня воспоминания, вот такие эпизоды жизненные. Был простой такой человек, и из деревни приедут, то там гости, часто заходили деревенские гости. Кто-то, видимо, что-то врет. Чуян баризм, он говорит. Воронье ложь терпеть не мог. Хайди был квартал, чуян баризм, говорит. А потом Алда, там эти новости спрашивают. Хайди был баризм, Алда. Маларна как-то сухотов порбили анда тушкасхада, шутя кизнердам сезем. Вот он с людьми, вот этим, которые вот с гостями, на их уровне разговаривал просто на простом человеческом бытовом уровне. Вот. Приглашаем сейчас шеф-редактора службы КДРК в Хакасии Чанкову Светлану Николаевну. Мен сағытшым көмес өріндір біздің тақпақ иқығы тестіңе тақпақ ақылғам бар. Аймық басқа шонарның сағай қастырның тақпақтарын ұрлапшы, сағынапшым, түбен жын-жын қате арылапшым, түзетші қозы-қозын жасақ, сағай қылын шыққылысыз. Қозының тақпа баруқ. Сергей Майнагашевтың 99 жылды базылығынан дұдағы тон 2 жас болған. Аймақ басқашыларда базылған еңішет, қырықшет жастықта бар болыптыр. Истік постарына жоқтынар, орыстен көмес жоқтынарға арылы сіренім. Про Моисея Романовича Баинова мы начали уже в прошлом году делать не передачу, наверное, цикл. Мы перевели Хантюнгс, то есть записали Хантюнгс на пленку и озвучили. Озвучивал, начитывал заслуженный артист Республики Хакасия Геннадий Николаевич Чаптыков. Он сегодня здесь поделится впечатлениями, наверное, потому что когда соприкасаешься к героическим сказаниям, даже какие-то моменты в жизни, то есть с этим связано бывает. Думаю, что-то интересное у вас было, наверное, моменты в жизни. Сейчас хотелось бы дать прослушать, как мы озвучили Хантюнгс, буквально чуть-чуть, несколько секунд, номер 1. Алтын қырғай, қызыл қырғай, қарындас, қарыстықты, қарат тұратты, қартық кірісінің, шиз тұйғақтық, шиз сараттық, шизімі пінің, анды тұлызып бастаңдар. Көпті көрген, көніктігіні көдірген алты Хантюнгс, ас азып, анды тапсан. Изенме, менде бі, изебеші халық берен шен ол, өтс өлбежем, өс сүрізіп келген отырсын. Өдірзір болса, өдір салам, кейзір болса, кейз салам деп. Күлдің сықпыз, күл шаласының, қылыспазының сенескен, үдіпазының мінділескен. Сериал получился в 28 частях. Все это, надеюсь, будет храниться в архиве. Нымық мындайча бастылчы түші, нымық шақсы досылчы, аны епте жоқтым зарға шақсы досылчы, ұржылығын бірайшын, үскандар үшті санағандар шақсы барсықын, балы барқалар көрітіп епте жүрданыр. Точка тұрқсылыр. Нымықты базарға, мұнда тағықтып зарға керек кастады, театрлар, союз театральных деятелей. По их идее мы озвучивали, им большая благодарность, конечно, что они вносят свою лепту и нас тормошат, делаем одно дело. Амды
Моисей Романовичтың 97 жылда базылығын сағыз хантюнгстыңер, жоқтапшы Хадиев, басқын номер 2 деймін. Хабырға сейін Харабаратты хантюнгс бұл алтын мақты тұтқағымның ол кыжлайық кыз болған түйілік кіріндерді. Кісінің сығарымын мағысты көнк барған кызым. Искан мақтарымны прайсақ ил, мен анны бірні мақтар бұттап, біріктіріп, аның позымның сақстарын позым хайди, ол мақтың напшам, олыңдайның пазарға күстім. Көн жоқтығы ол нымақ менің позымның шаяп сірінгін тоғызым. Так, прошу прощения. Это 97-й год. Ага. Теперь самый молодой голос. Это в 47 лет. Номер 3. Позым алын жоқтыға, поэзия ол мен сағынымдың сілігіні тілені, мұндақ бөгін тұрсынығым. Хакас, стигінді, қажымды басталған болған жылы, анзонын қадет олттыңны аға қайық сабанармен осилаға тониға түшілер. Хакас тіліне кейрігіт күштінші бастағы тұтарды шетпен ұзым, амыз салы шағдап келдің тұсақчы болып бөгі. Саған мен сілерге артықстыр, ол базылған романның бір кезек қықпен сақчы. Ол кезек шартыча менің андағы өн матыр дербі. Шады халкен болды, япон жазылдар алысқан кізі. Колхоз тойынды аны дұрлапшылар бүкіс үскен кізі. Орыс партизанның балызы, хакас, инаяпшық аны үскір болғанлар бұстарының балазыйды. Мұнда ол отечественный шатыр алызыр, амын өзі сейт ой болбас, зінің шуқтазының сілейін көftізерге күштіндімен. Бұл кезекті де олық романды шуқтастың сілей кізлер, оңаға кізлеріне ол колхозды тоғынған стенжі кізіні көздерге сағынып бастырды. Атчақсыз солада отбазын, ертіңгі шарыста ойлан, абестің сарық күдірсазын, шелбіп атшеліс салғақтан, қасқахан позырық ойланын, той жоны тозыз хайхан. Теперь 96 жылдағыз мұнды Бозым кеп жоқтан мен жазанын кебарық берді, летова солғын ең қынығларын ескіршпері сағынып. Аның сағызы тілдің ер, бізді бүгінгі сақсыр жұтқан тема, но не могу сағын жұтқан тілдің ер, осы тілдің ер. Номер 4. Пістің позып стілінімда, ұнды бейм жіпс, күштін жіпсаны, ақтызарға. Хакаст аталар вади көні сұрда, мен сақчым тіл, этностың ең көздіме. Басқа тілі болпарза, этносқа келіспес, этнос ол арын тазық тарықтапсын. Өн көздіме, ол тіл болса, тіліміз ноға пістің едеп бұфпарған. Бір тұста тілге қайық сауы бейімсіған. Постарда хакастар сағын жеңлеріне қажын болса біз бір тілігі боларыз. Коммунизм бүдір боларыз. Ағырда хакастардан оқер. Аның Расул Гамзатов ол әде жоқтан. Менің тілім бен шоқпал фаразы, менде таңдық шоқпал. Оледе ұлық пайдаттың шоқтаны, инсанында көфмемдің шоқтапшы.
Пстыншоныбыз қайтша келген басқа тілік шонар көбізінде орыс тілікші басқада этностық болсалар. Арасында пстыншонның саны 11%, амсиксілі түшілер қалыпсыздар. Пстыншеліздер ойылбек коммунизмнің пүдірулер полкы паймақ жерлердің шон шиылыс бар. Мұның алында мұнда қасқа жылынан шықтан орыс көзілер. Олар хакас тілін білжіңдер, ұңызыңдар. Хакастарының хаты кейін соқтысың. Алқы паймақ шон еде шиылыс бар. Андалар омарлысты хакас кейбірлерін, хакас оңдайларын, қылықтарын жақсы білмеймділер. Олар бір тоғынырға тоғынып алып қыңдыландыра бос жеріне барыларға сағынып келген соң өрінің істе жүрелі хакастарын оңдай кейбірлер шекпен сағынырға келсін. Есть еще запись 91-го года. С ним беседовал Герман Танбаев, тогда еще молоденький, голос молодой. Он поет тахпахи, то, что я говорила вначале, да? Сагайские, качинские и один тахпах Ханзак Виктор тахпах. Ну, пленка длинная, 6 минут, чуть-чуть. Часть, да. Шырадағылардың азақ сөйтті мұнақ көмескен. Хорошо
Захап хастин емеспе, өзен соқылайды. Айваның политик. Көбіне Австрия керек. Бір көбдің наулы сашқайымыз. Алды бүйіргістірін зәркіне. Қызыш бақыр, қысқажақ, қырғат өзідір, немескі. Қылығы басқа, шажажақ, қытадасқайдың, еркіргіп, оқташықыр, қысқажақ, ойғат өзідір, немескі. Ондайы басқа, шажажақ, ойрадасқайдың, еркіргіп. Кунгурскай маймамны күнге хуруду мен кискім Кузнецкасхан екіяу кірті салмады менің зір. Алтыры бұлады айғақ ұруды балғанды аймақтан ұсқан екеу айлан көрмеді менің зір. Бір-екі халығымен мұнда все Еще есть момент о любви. Вот сегодня, который Алексей говорила, сижу, прям любопытно, что же он там говорил. Ну, думаю, что вообще в эти дни по пятницам у нас идет передача «Сокровищница» называется. Тадырдина сундук тадырсамыз. Анда по материалlarını срашивс, наверное. Ну, сейчас чего-то 4 минуты, 16:27. И вот приуроченные юбилею дате Моисея Романовича будем эти передачи, наверное, все выдавать. Планировали 3. Я вчера покопалась там. Ну, есть материал, слава богу, по сравнению, допустим, недавно ушел Павел Михайлович Маргаяков, да, оказалось, у нас материалов совсем мало. То есть стараемся успевать вовремя записать и вот этой работой занимаемся. Плюс. И про Моисея Романовича, его размышления о хакасском народе тоже любопытно послушать. Следующее. Көркелде пістің жон, сұлтан жон емес. Ол тапсабас позының үстінділі сақ жүр. Кирака келсе, снап, ол аны идер. Бірде позына айылмыз. Анды да история үгіртсалған оңдай болар. Пістің жон олық тұста қажын тәпір юрист
келіп жоқтан одыр, хакастар оға поғдыр хыстық шыд, салада хайықтасты хайдиді оға ақсынстық, хайшаларында хайықты. Аннаңарда ода хайдиді, полпарша тарсағындыршылар біздің кізілі. Күмісті хайдықты аның жүрені барына тепшіткін керек полпарзы хайдиді постарына тарсағындыршылар. Посқа хайдиді ол позның шөпсінмелі кергі келсе болар. Аның сұқтанды кенін полпаршы. Андық кеніннер ұлта полпаршытқын юристер танық дедірлар. Үстің жон алжа оға парсықшы. Айттың бірі алжы келді, мұның ауынында ат мүндіржен болқырлар, кипкейдіржен болқырлар. Шамзы кізілерінің аттары жол дейміндіржен. Ше кипкейдірі, көгініп кейдірі, амда қалған алжыны ұлылып. Ше андық торх шүрікті көлбікшін. Біздің жон амның сағары бірей сұқтасты, шетпістер бұлпырзы, елі қырстапсты, аның сұқтанды, айымен правильный мамшит спенжніңзі, ақшы шоғыл. Сонның ол күнні қалша, біздің жон түпшелер кізі күнні қалғанша, бұс күнні қалсын. Андық сында бұрсқан кейбірін ол сілгізіс келі сөленсіз немес ол. Сұқтасты сағанда қылықтық біздің жон аның көңілі тобен қалды ол құмзыны боқылды. Біздің жон қадет түпшілер күзіден күнні. Сонның ол қасқарының кейбірлердің күннің өзі. Мынау дақтар болған бүгінгі күнді машиналар себебі андық жұмыс болсаңызды. Азы халқын жүзі өзінің тақпа 1999 жылды шибіргі 7 сентябрьді бастыр 2 жыл базының сымжердер барымызшы. Білім бір тақпақ сарнауызын. Шақсынымын хақызыңда ол ар болды. Алқыстапсың, навекске ұрсағылдың, ұшықтыңыз көзі нефтіліп отырсын. Единственное, что грустно, базылған ұлығы, жаячы қыздырына естібілзі, Сурок берерін келші, бір қолын жезім. Шпыз қостырыя, сақыстарын естілерін келші. Спасибо большое за предоставленный материал. Сейчас мы передаем слово председателю управления Союза писателей Хакасии Альбине Васильевне Курбежеговой. Здравствуйте, уважаемые наши земляки,
все друзья. Про Моисея Романовича Баинова говорить и легко, и очень трудно. Настолько многогранный талант, талантливый человек, говорят, талантлив во всем. Вот Петр Васильевич Курбежеков такие писал тоже, и что вот меня сильно еще поражило, что он плясал чечетку. Так плясал. И вот уже столько хорошего сказано, добавить, кажется, нечего. Настолько его стихи и тахпахи философичны, настолько проникновенны. Вот я много времени отнимать не буду, поскольку я еще хочу, хочу похвастаться, что когда-то на 85-летие Петра Васильевича Курбежекова он тоже выезжал в село Устилькино. Ну а позже Галина Григорьевна там меня это увидела, узнала, я там помогала. И когда меня стала я ходить в союз, до этого я и не знала, что есть союз писателей, к своему стыду. Ну и надо было рекомендацию, а я такая, думаю, ага, мне знакомо. Да, когда они приехали, я его фотографию видела в учебнике. В школе училась, в 6 классе, в 7 ли, где его стихотворение было. И он там такой полненький, а я больше его не видела. Когда автобус приехал, 2 огромных автобуса в Устилькино приехали, кто если приезжал туда. Ну и там я всех бегала, расселяла, и передо мной мужчина в очках, в такой лохматой большой шапке, уже не полный, такой худенький. Я говорю, а вы кто такой? Он говорит, я такой, Моисей Баинов. Я, ой. Ну, говорю, Моисей Романович, извините, я вас как в детстве видела, больше не видела. Вот, наверное, насмешила. Ну, а после этого там он хорошую статью написал про юбилей, про меня. Я потом в ответ тоже тахпах написала про него. А потом, когда уже надо было вступать в союз, я такая наглая, думаю, у меня же не знакомый. Попросила рекомендацию написать. И он написал рекомендацию, но, конечно, сначала он спросил, а ты не пишешь ли, не переписываешь ли тахпахи, там, поешь своих дядей Петра Васильевича Курбежекова и тети Анны Васильевны. Ну, я говорю, мои тахпахи в подметке не годятся, чем их тахпахи. Но потом как заплакала. Заплакала не от того, что он мне не верит, а от того, что ничего не было записано ни от Анны Васильевны, ни от Петра Васильевича. Петр Васильевич умер в 66 году, у нас даже магнитофона не было. Анна Васильевна позже умерла, но все равно не было магнитофона. И не хватало ума все это записывать. Ну, очень хорошо, я еще хочу поблагодарить вот Людмилу Владимировну Костякову, какая она молодец. Вот последние последние, как она называется на русском, души моей последние напевы. Вот, это, вот когда говорю, у меня мороз по коже идет. Ну вот почему 64 года всего человеку, и он уходит от нас. Вот такие люди, а Петр Васильевич 55 лет ушел. Вот такие талантливые, такие, ну просто вот им жить бы и жить. Ну, они сгорают, что ли, вот уходят. Я хочу на кызыльскую мелодию спеть его тахпах. Такая мелодия минорная. Поскольку я тахпахчик, конечно, мне тахпахи ближе. Ну и стихи тоже. Аллахараңның шарытшан, айың усханы полды ба, ақтаң азыра парсашан, арың түзіңді қалды ба, көрген хараңны шарытхан, күнің көләніп барды ба, көктан азыра көлән жәң, көгіс көзіңді қалды ба. Конечно,
хакасы-то знают, что вот прощальные уже такие, его тахпах прощальный, очень подходит, и следующий тахпах, я не буду много занимать времени. Аяқты суғда төгелбес, артық шорғада ат болсаң, ағыншыларың айланмас, аққут аяққа түскейсің. Көнекті суғда төгелбес, көбен шорғада ат болсаң, ерткен жыларың көрінмес, егер таяққа түскейсің. О том говорится, что очень, каким бы ты ни был молодым, как и скакуном, а в конце концов ты жизнь к завершению подходит, и ты окажешься с бодажком. Ну, в общем, я сейчас могла бы много говорить о Моисее Романовиче, но нужно немножко тоже соблюдать регламент. И я плавно хочу передать слово Людмиле Владимировне Костяковой, которая скрупулезно все вот это собрала, и мелодии. Она из разных источников, как только могла, собирала. Сама она обо всем расскажет. Прошу, Людмила Владимировна. Всем огромное здравствуйте. Я очень соскучилась по вас и очень рада, что вы есть. Вообще, Моисей Романович Баинов, он по характеру, конечно, был такой человек, что не каждый-то и мог с ним вступить в беседу, тем более брать интервью. Значит, я с ним проговорила где-то 1,5 часа тогда, в 96 году. И вот тут весь материал у меня на пленке дома хранится, не вошел в передачу, радиопередачу, там у нас имеется лимит времени, 25 минут. И вот, значит, что такое тахпах, он много сказал. И говорил, как создавался, складывался, формировался с детства вот это вот, скажем, материал для написания эпического вот этого сказания «Хантемс». И как-то вот жалко мне, конечно, что до сих пор этот как бы альбом диском не изданный, музыкальный тахпахи, то есть вот в том материале, который у меня есть. Но когда идея об издании книги стала на Союзе писателей, написали грант, то есть я лично разработала, написала через Министерство культуры грант, и вот, значит, вот этот сборник, изданный на средства гранта Министерства культуры. Стал вопрос создать на том материале изданных книг и на том моем личном материале собранном, то есть вот аудиокассетном материале. Значит, пошла, и вот отдельно книги, основные книги у него были изданы в годы советского периода. Естественно, понимаете, там идеология другая была, и коммунистическая, и социалистическая, но для этого сборника нужна была любовная лирика. И когда я увидела, что я грант выиграла, все написала, мне материала не хватает, побежала в нашу библиотеку, опять же, огромное спасибо нашей библиотеке национальной республиканской. Прямо мне взяли, сидели, нашли все там по перечню, по каталогу, и мне сфотографировали, отксерили прямо вот бумагой его вышедший в газете «Тахпахи». Вот я ночами сидела допоздна в Союзе писателей, набирала сама, потом расшифровывала материалы, те, которые у меня вот аудиодиски. Вы представляете, практически, вот Александр Владимирович тоже слышал, тоже бывало, что задерживались допоздна. И на весь Союз писателей поет Моисей Романович. Тишина, аудиокассеты, тахпахи. И, значит, комментарии где-то, интервью там, много-много о чем. И до слез это все прошибаемое.
Потом уже, когда все это было в электронном варианте набрано, дала Нина Семеновна Нагашева. То есть так принято при издании книги давать на вычетку там, друг другу нескольким людям, то есть филологам, чтобы как можно меньше ошибок проскакивало. Вот потом Нина Семеновна приносит буквально, она говорит, ну я не могу, я, наверное, через 2-3 дня вычитаю, смотрю утром, уже приносит, и глаза такие все красные. Она говорит, Людмила, я всю ночь проплакала, за одну ночь прочитала, не смогла оторваться, и, в общем, и вот таким образом издавался, но, к огромному сожалению, вот формат книги и те средства финансовые нас так зажали тогда, ну это же грантовые деньги, понимаете? Но идея изначально тоже была издать с приложением, как вот Альбина Васильевна книга, которая вот с приложением диска. Потом при издании всплыло, что, во-первых, формат маленький, потом вот эта обложка не выдержит диск, надо твердым переплете делать. Ну, в общем, вот что получилось, то получилось. Поэтому потом еще вот одно такое тоже, Нине Семеновне спасибо, при вычетке обнаружила, что я, оказывается, поэма «Мария» нашла, то есть второе продолжение. Она утром приходит и говорит, так это же, говорит, то, что искали мы долгие годы, продолжение вот это, и она теперь вот в этой книге полная составлена, так что вот можете тоже использовать, и получается уже 9-я поэма. Виктория Алексеевна мне говорила, вычитала 8, в общем, я дарю еще одну поэму Моисея Романовича. Ага, хорошо. Ну вот в целом вот так вот. Как разговор, там, о чем, вот, сейчас тоже задерживать долго не буду, но интересно, вот в этой книге использовано его, как, процитирую только по-хакасски, «Шалқыз совковила земда, чуремда тоза телекай». Вот перевожу, это вот военный, вот весь вот в этом. То есть в кармане одинокий рубль, но в душе вся вселенная. Но вся вселенная в душе. То есть вот он этот стих написал, видимо, в Москве, когда учился. Но вот приходилось всякое, как всем студентам. Поэтому, в общем, спасибо Всевышнему, спасибо тому, что Моисей Романович такой у нас у хакасов есть. Писатели не уходят навсегда, писатели как живут в народе и формируют дальше духовность, духовное наследие вообще народов. Спасибо вам всем. Тоже так, спасибо. Мы приглашаем композитора, народного артиста Республики Хакасия, председателя Союза композиторов Хакасии Германа Гавриловича Донбаева. Праздником айгысча Моисей Романовичтың шайыштыңыздарына істес-шәния онсайдан бұлдақ елге керек істің жолымыз бұлдақ елге кізіп барды аңызы таңықта шәнеке істің жолын аңдық оңдай жолда тедірлер кішігіне келге ұлығыны ұлығы алып тұқынымақтарын ескен бірше ана робай позы андық кейбірлік кізі болған торстет шегелған ходили кемде болмаз но праздник диннің жиі шоқтысы бірдезін шабырабасын бірдезін ауында көдірілмей арылызып ұлғазып шоқтысқын кізі болған. Мне хотелось поблагодарить сотрудников Дома литераторов за этот прекрасный вечер. Я думаю, это оставит след и для наших студентов, учащихся, кто сегодня присутствует, там даст толчок, чтобы, конечно же, изучать и читать. Потому что все-таки мы выросли в то время, когда было, скажем, проводное радио, и каждое утро мы слышали родную речь и слышали эпические сказания, которые были
эфире, слышали стихи, которые читали наши поэты, и насколько это было красиво, насколько это было певуче, и мы понимали, как нужно читать стихи, да. И вот, наверное, это искусство владения словом, искусство владения стихосложением, просто донесение вот это стихотворение, наверное, тоже это очень много стоит, не просто артистично высказать, а именно донести вот эту глубину значения, то, что хотел бы сказать поэт. Действительно, поэт это звучит гордо, звучит очень величественно. У меня есть, если говорить по родословной, то получается его отец Роман Петрович и моя мама Елена Петровна, это родные, брат с сестрой, поэтому Моисей Романович, получается, мой брат, двоюродный брат, но у нас по материнской линии, поэтому таем. А если просто по крови, это двоюродный брат. Но у нас разница. Отец и мать, его отец, моя мать, родные. Да, мне часто рассказывали, как его отец пришел с японской, был очень балагур, веселый человек, играл на чадхане, пел песни, тракторист. То есть, наверное, вот это величие, умение общаться и песни, было, это уже, наверное, в крови Моисея Романовича. В этом отношении мне просто хотел сказать, что я тоже, скажем, хотел что-то написать на его стихи, но и так получилось, что, конечно же, у него очень крупные формы. И вот одно стихотворение маленькое, наконец-то, я увидел. То, что было близко мне, это как раз 85-й год, и я потом показал его, Моисей Романович, как вы принимаете, такая песня. Он принял. Хотелось светить на полную душу. Şarkı şarkı
şerhin gönlüm gedikti Şaşı farhan şuluyacak şilli Şor garifma salgıyı kıstı Şaşı farhan şuluyacak şilli Öglebe sarının şahindi Мы приглашаем к микрофону члена Союза писателей России, заместителя директора Дома литераторов Хакасии Кожекова Александра Ивановича. Завершая, в принципе, все эти воспоминания, хочу больше к молодежи обратиться. Когда в 10 классе я учился, был период рационализма, я сидел, входит девушка в класс, подпрыгнула и с козочкой бежит. Я думаю, ну зачем, какой смысл прыгать? Парнишка улетел, лампочку попытался достать, подпрыгнул, думаю, зачем? Вот это вот зачем, да, зачем музыка, и зачем поэзия, почему мы не можем просто так говорить? И, в принципе, прошло много-много лет, закончил институт, аспирантуру, и вот сейчас только приходит понимание того, что у человека, помимо гормонально-инстинктивных побуждений к активности, есть еще, оказывается, духовные, умозрительные мотивы поведения. Человек, оказывается, ценит не за то, какая у него внешность, как он одет, насколько блескуч, а насколько он может сочувствовать, насколько он может вникать в ваши мысли. Хочу повторить слова Васи Романовича «Кызыдан куннук». Это хакасская пословица, широко распространенная. Человек жив другим человеком. Без общения с другим человеком мы не сможем себя оценить, почувствовать человеком. Вот в свое время Достоевский писал в «Бесах», в Ставрогине: «Полюбите-ка нас черными, белыми нас всяк полюбит». Да? Вот быть белыми, стараться быть человеком, это, оказывается, огромный духовный труд. А сейчас, в принципе, вот этот самый гламур предлагает, как бы, балаш – это заготовки для изделий. Балаш – это тюркское слово, от слова «пала» – это несовершенный человек. И вот, к сожалению, в современности больше тенденция пересиливает тенденция, что мы не стараемся работать над своей душой. И вот, оказывается, музыка, она же, зачем музыка вообще? Она не имеет слов, она не имеет смысла. Но сочетание вот этих звуков, оно строит лад. Почему мы напеваем ту или иную мелодию? Потому что мы хотим сохранить вот этот психический, эмоциональный лад. И почему простую речь мы складываем некую такую ритмизированную форму, ритму, рифму и еще интонации. Слово «пойду», если к нему приставить такие междометия «ах, пойду» или «ой, пойду», это совсем разные «пойду», да? И вот поэзия как раз занимается душой и культурой переживания, культурой вот, духовной стороной человеческой личности. Нас ценят за то, что мы несем
в себе какие духовные ценности. Вот как раз роль Моисея Романовича Баинова сегодня, наверное, как раз открыли его значение, роль, как он в хакасском языке, что он внес и привнес, и какие глубины он пытался в них раскрыть. И я думаю, что эта работа не закончена, эта работа для каждого поколения, вновь вступающих, это всегда будет актуально. Поэтому нельзя забывать это наследие. 17 января у него был день рождения, и у нас в Алтайском районе по инициативе администрации Алтайского района, представители Ея Борисовна Чанкова тут, прошла у нас встреча с библиотекарями и преподавателями. И представители Аршановского сельского совета, Аршановской администрации выступили с инициативой создать литературный музей в Алтайском районе имени Моисея Романовича Баинова. То есть сейчас стоит вопрос поиска помещений, поиск материалов. Они будут еще приезжать консультироваться и с музеем, и с библиотекой, и со всеми организациями культуры, чтобы помогли в устройстве этого музея. А Дом литератора взял на себя обязательство разработать литературный маршрут по творчеству Баинова по местам. Вот, он родился, кстати, в Улусе Катажекова, и все, хотя бы то стихотворение «Забытый погост», это кладбище до сих пор стоит, но оно не действует, там одиночные могилы сохранились и прочее. И еще Леонид Горбатов, директор литературного музея имени Кирчичакова, уже где Нина Майнагашева, Нина Семеновна. Литературные вечера в течение года, раз в квартал, а потом посмотрим, как, ну, это как бы будет традиция такая в Доме литераторов. Все, спасибо за внимание и ждем нашего вечера я приглашаю народную артистку Республики Хакасия, заслуженного работника культуры, лауреата премии Николая Федоровича Катанова, Клара Ефимовна Синчугашева. Спасибо. Bizler, görgen bizler kaybırengerde doğasıqım ben. Nime men жоқтегі сақытшам Келчечаковтың тұзында, анында сонды біздің қайти группалар мүлжен. Аларжы жүржіңіз, анын жүргіз біз Якутия жетірі, бізде жүрбен Тувалар Хамбан, Алтайлар Хамбан, Прайып біте қостанысылып жүржіңіз. Анынан Моисей Романович Баиновтың жоқтыр жоғын толдырып, но бүл сілемайық бақтырзар. Мен де сақып майықтым, сіледі де көрзім майық бақтырзар, но жоқтыр немен бар. Моисей Романовичтың қиғазы, қайти ол бірде кізе сыймен, бірде кізе қайти бол бен, амырғас қылы, шөрші дәрия, сұрызын жоқтызыр, керек болса бірек, бір қанық неме жоқты берем. Şimdi Moisey Романовичтігі неме редакциядан барыр. Мен 9 небзе баршан, жол дейзіреді бір нозы. Но қанық неме жоқта берем. Бозымада қанық баршан. Анын түшем, көмес амзан баршан. Анын түшем, неме өретін дадыр демек жоқтыншан. Анын түшем, сүрен нұғы хакас ергізілер түшем, амзы пысы жақсы азығын мен жазыр. Анын олмаға бізет Клара дейдір. Қайди арығыды анын тамағы бар түші. Ама дейді әмді, түші тұрбал түші жоқыз. Ама ебзе бәлеғыды зақшы. Ақайды арығының тамағы бөлші. Анан сағын замияр. Арығы бет тамақтың етші. Тамақтың етші аныңа. Закуска задох вообще, все одох вообще. Но біз көпшер
жүржеміз, ларза жүржеміз, Майсера Маштың біз тоғаслы жүрміз, біздің творческий интеллигенция пырай туған жылы жүржеміз. Туған жылы жүржеміз, арбер, тасқар тоғас бұрзы, тасқар тұрмызы, кабинеті бұзы, кабинеті. Аның арттығы неме Майсера Маштың жоқтызы, бұл тақпақ керектер. Түпше Майсера Маштың сұрқайды тақпақтар. Қайты кізі тақпақта болғыз түпше. Мен түпше ертеңнің ерге жетірі тақпақ дейді, шарапша дейді. Мен бұрай түпше неме, аның мен аны музыка қычытқанын көргім. Ол мұның алдында еще Сунчукашев Яков Иванович, тоже хайта-хайта музыкады посвященный кыз болған. Он даже темы из симфонии пел, Сунчукашев. Темы из симфонии, это же меня так поразило, Сахачем. Студенты, говорит, полбинчевс. А тут сидит профессор и тему из симфонии может спеть. Это же поразительно. Теперь перехожу на Боинова. Боинов, значит, если какая опера, там ария, он говорит, эту арию я знаю, но спеть я так не смогу. Но романс я могу спеть. И он пел романсы русских композиторов, хорошо он пел. Вы же слышали, как он из разного тахпаха, на каждый тахпах мелодия у него была. Так что у него слух был отличный. А у него это откуда было? От матери, видимо. Вот когда я про это рассказываю, я выдержать не смогу. Он рассказывал так, что когда мать умирала, больная, очень была больная, и она говорила, «Пушерды и кадиме ашырган паршам, я на этой земле вот буду тосковать, сожалеть буду, сына я оставляю». Дадардина. Bazı köksümde barıyın sarınlarıma kimdir. Идите сухим кишсе. Отанаңар тиги жизне күйül сарынчы болған тақпақтар білжем. Аны кірсінде бұл құқтықтасты сығармапс бізді шоннан қаташысы, шоннан қата. Амыл тиги неме Итбеков Григорий Васильевич тиги сарын мен асқысты сарнап береді Сурынғанларында тігі неме кем Яков Иванович, шоқа Яков Иванович немес, тігі неме Піркеліневскі дейтіші, сен мұнды қайтық тақпақтар сарнап жүрші. Мен түші тегейімнің тігі табаныма жеттер сірлестім дейді. Ол құқтуық тастығар сарыны Григорий Васильевичті сарнап сықам. Позымда залы өз барбам. Артығы қайдейді көршем, мені бүді сүшлежем, аның соның мағателер. Надо болған туфли скинуть и тігі приземлиться, или заземлиться. Если тігі шарлығыз шықсаға, то мен шарлық шарназы. Аның тігі неме, ол стихотворениені мен Майсер Романшыға ақылғам, редакцияда шол кездері. Майсер Романшық, мұны, причем, что Оштедикера было же редактировать сначала, раз Ленинчевна одорлапшала, хакас жерінде. Аны ол түше, шара бастидыр, бірзесте алыстырбасып түше. Бірзесте алыстырға жарбас, ол бейіні тоқтатсылды, отырсалды. Аның ол Итбековтың құртуықтастың сарыны, мен едекілерді салғым, сарынан аның андарқасын жоқтабасы. Вот, а то унтусылып, Сергей Байнакашев хайта-хайта улықтоқс, и терминалы пішем, газетаға хшамнозы, вот Сергей Саға ол немен шитри етімзе керек, антақ исследовательский тоқс, строение, кемича бұл сені басқа. Но Геннадий Кичеев басша, конечно, но ол сенжілі терен үлбенже. Сен приехайдақ неме басымыза керексін. Шетіре жезі, ерінмен ақшылар көмес қалсынар сонда.
тоқс қалбен жылымызы Қалбен жаларды. Сен тәкіліп отырды дей, шағын кечетсілер. Тоқс қалбен жылар ба? қалбен жылы не жылы. Вообще. Челбараков Хабин Тетичевна, я Челбаракову говорила, Георгий Иванович, ну почему ты на стихи Баинова не пишешь музыку? Но песни не те, говорю, которые ты пишешь, а надо крупной формы писать. Кантату, оратории надо писать. Мелкие, говорю, не надо. Или ты не можешь? Вот я так ему сказала, конечно, как бы один раз поиздевалась так. Я говорю, ну напиши крупной формы, вокальные произведения должны быть крупной формы. Оратории, кантаты. А песня это пахлино, которую мы поем, это ладно. Поэтому что я еще не забыла, что я сказать-то. А Георгий Иванович не метен, андан? Георгий Иванович не метен, ол... Георгий Иванович тапсаба. А мен ченнуға. А мен ченнуға тапсабаныз. Ануға? Олар Масер Машқында тақтысқын олар. Ырлы болғандар ба? Ырлы немес, но Масер Маштың сүйістеріне Георгий Иванович пасқын болған. Анан мен интервью икіздің жоқтысқым ол темаға. Анан Масер Маш педетші. Гоша түше, менің стихтарымның немелерін алыстырылып салған түше. Ол же поэт, что ли? Ол же композитор түше. А Георгий Иванович там мен пұрны дұсырым. Георгий Иванович педетші. Түше, мен отомстил түше. Ол сесте жоқ түшін. Ануға отомстил. Оказывается, Масер Маш шарат пенде ол бір точка надо алыстырбалар, я праздник и композитор, который шарат пыжын же. Егор Иванович, видать, тем. Все, мен слепно сусерно база паспысым зарыныр же. Ходили бұлар. Отомстил. Осталось недописанной. Что-то я еще хотела сказать. Я хотела показать вам, поскольку у нас такая общая была компания, так скажем, творческая. Писатели, вот Кичичаков был, я вот привыкла туда бегать. До сих пор писателей достаю, до сих пор хожу, потому что песни из чего состоят? Из слов, из музыки, а исполняю я. Поэтому я не хочу, я туда бегала, до сих пор бегаю. И вот Моисей Романовичем, конечно, вот у него домик около театра «Сказка», до сих пор этот дом есть, кто там живет, я не знаю, но думаю, что Моисей Романович мне успел книги подписать. Подписал он не только мне, но мы с Васильевичем Кирбежековым ходили туда, конечно, но он у нас тоже бывал. Марус, как он свою жену называл? Марус. Мария. Текущая Лилия. Он называл свою жену Марус. Кирбежеков, Аташен Пайсе. Еще Мусей, Гетеженаны. Ну так. Сейчас хатвшизе, позаразынче. Парсаны вышел. Теге парсаны. Вот мында 82 жылда мындақ немі. Тарихта жүрдім, тастабыз, жобалта жүрдім, қие көрбіз. Нанжима Клара Ефимовна 82 жылда басқан книгасы бар. Но аны сейт ұстар олған Марусы бар қысқан. Что сейт бол қысқан. Яғынан ол бұл книганы басберді. Но аны шейті. Я вчера все перерыла, нашла все-таки книги. И вот Василий Ильич Кирбежеков, он подписал так. Моему великому другу на память 14 апреля 1978 года. Ну, этих людей тоже нет. И еще на добрую память Кларе и Пайсе, Василий Ильич он имел в виду,
Ağlasının, hınsının, жетон жеті жылда Моисей Романович Асперген. Моисей Романович бірде журналысын жешөрсіз голыши мындақ мұргошын тыңда жоқтын жын. Аның біреулер уже майықпсы алалы, испенжі алалы, тігі ислебен всемдер. Тігі неме голыши аның бар болған. Аның қайтық памет болған. Сақызы шізі, сақызы елбір. Bazı şok tiki sahçam tiki nime ballar mahbarlarına barsınlar kaçmaz. Nime Uruklar tiki tuzunda ağzımda gerek varmaz. Спасибо. Спасибо. Ну вот şahsı что мындық şok pistің sıқты. Вот мен таныстарымның тақса шошықын кізлерді шатчатқан жері тігі шақсы еділбен шоқ сықша. Анзы сақын бепті керек. Қажында мен тігі неме бұл герой Чебадаевтың жезі Василий Ильич Кирбежевтің қылынды шатқан. Бұл алдағы осқыз могилка болған. Пятизвездочка алтах бочан узандах алты андах. Она мне все время кемнеде Чебадаевта чемпионы ваш. Срахажин герой жизненный могилкасын жақсы салазар. Вот ананар неме, но сейсіндірдің қайбірелерін иптеп сала керек. Аның наследствесі қажында пісті қақша, қалыр, ол қажынғада қақша, ол амыр кізі болған. Сен жүрбәз, кілін жүрбәз, берзілер, бербәз әлі тапсабыз ол, кіздің қыз жүрбәз ол, андық қайдық елбәксі, аттығы қиға кіз андық қылшағыларына сақытшан деді. Сен жүрбәз, сөкіліп жүрбәз, вот она на Моисей Романович, вот так они на могилку бы надо сходить, и, наверное, сейчас уже поздно, хотя бы, может быть, завтра или ходили на кладбище, надо было помянуть по-хакасски, помянуть надо было. Это позавчера день рождения был его, а завтра, наверное, поздновато, а сегодня вечером это уже нельзя поминать. Но его творчество, конечно, он нам оставил народу своему, и вам, и мне, и всем людям. Вот. То, что вот организовали Дом литераторов, это просто здорово, очень здорово. Ну, я вот хочу сказать благодарность организаторам, что все-таки Баинова вспомнили. Спасибо. Наш вечер завершается, и мы хотели от чистого сердца поблагодарить за предоставление помещения в Центр культуры и народного творчества имени Семена Прокопьевича Кадышева, за организацию книжной выставки. Мы благодарим Национальную библиотеку имени Николая Гавриловича Томжакова. И за предоставление фотографий из архива поэта мы благодарим Хакасский национальный краеведческий музей имени Леонида Романовича Козласова, а также спасибо всем присутствующим, спасибо всем писателям, литераторам, специалистам, работающим в области словесности, родным и близким Моисея Романовича Баинова за теплые воспоминания о нем. Мы надеемся, что подобное мероприятие было полезным для нашего подрастающего поколения. Спасибо всем за внимание. До свидания. Анна Лёгкая.